Сегодня, 11 сентября 2022 года, интернет-газета в Якутии.ру встретилась в Якутскэнерго с генеральным директором Алексеем Стручковым. Добрый день, Алексей Да, добрый Александрович. день. Ага. Вы с 1 марта 2020 года уже 2,5 года возглавляете Якутскэнерго, да? Время прошло, и вот хотелось бы именно ваше услышать мнение, что сегодня происходит. Ну, вы знаете о том, что 8 сентября в результате порывистого ветра, а скорость ветра была более 20 метров в секунду, было нарушено энергоснабжение в основе своей в частном секторе и садово-огороднических товарищества города Якутска. Также в результате вот этого порывистого ветра было нарушено энергоснабжение ряда кварталов города Якутска. В целом мы фиксировали повреждения 30 опор, в основном на линиях классом напряжения 0,4 киловольта, 150 повреждений, это обрывы и схлесты проводов, и, соответственно, как только наступила эта ситуация, аварийные бригады центральных электрических сетей приступили к восстановительным работам, и в течение 8, 9, 10 и сегодня 11 сентября они продолжают работать на восстановлении этих работ. В целом, с момента возникновения этой ситуации к нам в диспетчерскую службу центральных электрических сетей поступило более 400 заявок, это порядка 30-50 дефектов от потребителей. На утро текущих суток мы уже их 350 дефектов отработали 309, и 41 у нас еще остается в работе, это 26 заявок на утро сегодняшних суток. Задействовано у нас более 11 бригад, это порядка 50 наших сотрудников. В целом, значит, с момента возникновения этой ситуации, ситуация эта возникала у нас не только на территории города Якутска, но и в его центральном энергорайоне, Мегино-Кангаласский район и ряд близлежащих наших улусов. Были привлечены сотрудники наши не только центральных электрических сетей, ну и наши сотрудники из Маинского, Покровского, Намского и Бердыгского РС, и, соответственно, все эти люди и днем, и ночью работают на восстановлении нарушенного энергоснабжения наших потребителей. Сегодня, вот как я уже сказал, на утро у нас остается 41 дефект. Это разные части города, и преимущественно это частный сектор, и преимущественно это садово-огороднические товарищества. Но, значит, почему так долго происходит восстановление, это объясняется тем, что, в первую очередь мы занимаемся восстановлением объектов, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан, и, соответственно, это энергообъекты, к которым подключены социально значимые объекты и класс напряжения от 6 и 10 киловольт и 110 киловольт. И в последующем уже проводятся восстановительные работы по линиям электропередач низким классом напряжения 0,4. И те потребители, которые сегодня, к сожалению, еще остаются без энергоснабжения, это как раз потребители, которые на этом низком напряжении. И, конечно же, я от лица нашей компании Якутскэнерго приношу извинения за доставленные неудобства, но хотел бы вас заверить, что в ближайшее время энергоснабжение всех потребителей будет восстановлено. При этом также хотел бы отметить, что ремонтная программа нашей компании она выполняется в соответствии с утвержденными графиками. За 7 месяцев текущего года мы отремонтировали порядка 600 километров линий электропередач. До конца года нам еще порядка 250 километров разного класса напряжения. И эта работа проводится в соответствии с ремонтной программой, которая в тарифных источниках у нас составляет порядка 3 миллиардов рублей в год. Эти работы проводятся в соответствии с установленными графиками, и на текущую дату все объекты ПАО Якутскэнерго они работают в штатном режиме. Алексей Александрович, спасибо за подробный ответ. Вот очень много читателей, подписчиков любых интернет-изданий сегодня задаются вопросом, почему вот опоры, столбы, они не выдержали, потому что ветер-то не был же в принципе сильный. Это какие-то остатки же были тайфуна.
Ну, Почему они упали-то вообще? абсолютно согласен с этим, и мы уже начали служебное расследование, результаты которого будут у нас завершены на текущей неделе, ну, на следующей предыдущей неделе. Это связано с тем, что общая протяженность электрических сетей, которые входят в зону обслуживания Якутскэнерго, составляет порядка 26 тысяч километров. Это разный класс напряжений, и 220 киловольт, и 110 киловольт, 35 киловольт, 6-10 киловольт, и, соответственно, распределительные сети это 0,4 киловольта. И когда мы формируем свою ремонтную программу и инвестиционную программу, мы, конечно же, приоритет, исходя из тех лимитов, которые нам определяет регулятор, отдаем линиям более высокого класса напряжения. И, соответственно, класс напряжения 0,4 у нас всегда, к сожалению, эти работы проводятся в пределах тех лимитов, которые мы себе можем позволить. И, конечно, происходит и старение оборудования, и износ этих сетей. Это как бы одна причина. А вторая причина заключается в том, что преимущественно сети, которые вот класс напряжения 0,4, особенно по городу Якутску, особенно в пригородах, это ранее сети, которые были либо признаны бесхозяйными, либо это сети, которые принадлежат садово-огородническим товариществам, ремонт которых, конечно же, никогда не производился с момента их ввода. И это, естественно, стало причиной той ситуации, в которой мы сегодня находимся. То есть, если простыми словами, чтобы люди поняли, да, то есть часть этих опор упавших, она чья? Но то, Людей, что, что ли? Самих собственников? то, Или что как? Дачников? сегодня произошло, например, у нас большое количество опор в селе Марха, в целом, я сказал, 30 опор у нас было повреждено в результате порезистого метра. На текущую дату мы восстановили уже 10 опор, и, соответственно, львиная доля из них, она зона обслуживания Якутскэнерго, но какая-то часть, да, действительно находится в собственности не у Якутскэнерго. А если вот это как-то в штуках этих столбов или в процентах сказать, да, а не вот в этих километрах или в киловаттах, да? Если Той взять ситуации, 100% которая сегодня этих опор, произошла, да. преимущественно это сети, которые обслуживают Якутскэнерго. Угу. Но те То сети, есть которые ваши мы сети. в свое время, 3 года назад, 2 года назад принимали на обслуживание от тех же садово-огороднических хозяйств, и, естественно, эти сети, они находились в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее, мы их обслуживаем. Но вы сказали, что вы сколько-то 26 тысяч километров разного напряжения обновили, да, опоры? Нет, мы не обновили, это общая протяженность сетей, которые обслуживают ПАО Якутскэнерго. Ага. А в год нам удается в пределах тарифных источников проводить ремонт примерно на 850 километрах сетей разного класса напряжения. И сегодня тогда не охваченный объем вот этих всех сетей в процентах, если сказать по-простому. Ну, вы легко можете посчитать, если, грубо говоря, 1000 километров мы ремонтируем в год, то, соответственно, полностью реновация всех сетей происходит примерно в 25-26 лет. 25-26 лет. То есть вообще все опоры старые, что ли, тогда на сегодня? Почему все опоры старые? Опоры средний износ сетевого комплекса Республики Саха-Якутия сегодня составляет порядка 60%. 60%. Да, и, соответственно, все эти ремонты, они у нас проводятся в плановом порядке. Спасибо. Ну, сделаю вид, что я что-то поняла из этого, но в основном поняла. Просто, чтобы вы поняли, у нас нормативный срок ремонта составляет 20 лет. К сожалению, лимиты, которые нам предусматривают тарифных источников, не позволяют в эти сроки проводить реновацию наших объектов. И мы их делаем в пределах тех лимитов, которые нам определяет регулятор. И вот тоже и в WhatsApp, и в Телеграме очень много вопросов, возмущений было от горожан. Почему вот более 400 заявок поступивших, да, отрабатывали 13-сегодня 11 бригад, да? Общий состав работников которых всего лишь там плюс-минус от 50 человек. Почему так мало, спрашивают читатели? Ну, я считаю, что это немало, тем более, что работа у нас проводится в круглосуточном режиме, и, соответственно, специалисты, которые работают, они тоже имеют право на отдых. И в этой связи мы привлекли для восстановительных работ и оперативно-выездные бригады, и специалистов службы воздушных линий, распределительных сетей, службы трансформаторных подстанций, службы кабельных линий. Я уже сказал о том, что помимо центрального рыса мы
привлекли специалистов из Покровского, Из Намского, УЛУСов Майнского привлекли. и Бельдигского РЭСов, и тем самым сформировали то количество бригад, которые реагируют на вот те ситуации, которые сегодня происходят. Еще раз вот хотел бы от лица компании принести извинения тем потребителям, которые более 3 суток сегодня не имеют энергоснабжения, но хотел бы подчеркнуть, что все эти случаи имеют локальный характер. Локальный характер расположены в разных частях города Якутска, и, соответственно, одномоментно их восстанавливать у нас, ну, соответственно, как бы не получается в силу там разных объективных причин. И то, что касается вот упавших опор, мы же их восстанавливаем с нуля. То есть мы, по сути дела, строим новую линию электропередач. Это достаточно длительный процесс. И понятно, что в конечном итоге вот проведенные работы, они позволят нам в том числе и повысить надежность энергоснабжения наших потребителей. То есть старые упавшие столбы ставить обратно не будете, будете Нет, новые конечно. ставить? Мы ставим абсолютно новые, проводим абсолютно новые работы по бурению скважин, установке, значит, соответственно, пасынков и установке новых опор. И, соответственно, точно такие же новые линии электропередач, которые мы тянем. То есть, по сути дела, это как бы новое строительство. И где-то в этой части также и объяснять мы можем пояснить вот длительность, скажем так, восстановительных работ и неудобства наших потребителей, которые они испытывают более 3 суток. А качество будет в таких авральных условиях? Безусловно, как бы, да, для нас качественное проведение работы – это приоритет. Даже если мы восстанавливаем где-то в авральном порядке энергоснабжение по временной схеме, то спустя определенный период времени мы проводим уже работы по модернизации, реконструкции в полном объеме, так как это должно быть. Алексей Александрович, еще вот очень много жалоб от горожан, то, что у них пропали продукты, ну, сами понимаете, холодильники, морозильные камеры, продукты пропали у кого-то, у многих бытовая техника сломалась, перегорели телевизоры даже, да, от перепадов напряжения. И вообще в ходе аварий так нередко бывало, в предыдущие годы тоже, до вас, особенно при слойке, да. Вопрос, возмещения будет? Если будет, то в каком порядке? Ну, во-первых, то, требуется? что касается конкретного ущерба, который нанесен отдельно взятому физическому лицу, безусловно, каждый гражданин нашей страны имеет право обратиться с соответствующим заявлением. И если таковые случаи у нас произошли, соответственно, нанесен какой-то ущерб имущественный конкретным потребителям, он может обратиться в центральные электрические сети, мы в установленном законодательном порядке рассмотрим этот вопрос и при предоставлении соответствующих обоснований документов, фактов и так дальше, естественно, мы возместим этот ущерб. А кто актировать должен? Как это вообще механизм-то делается? Ну, это же все, Были обращения это же все законодательно установлено. И, в принципе, мы не в первый раз проходим ну, через подобного рода, скажем, случаи. Были обращения и в наши западные электрические сети, центральные электрические сети. Поэтому это все как бы порядок установлен. И все. Человек обращается в соответствующие службы, приезжает соответствующая как бы комиссия, выносит акт о том, что действительно в результате того, что произошло нанесенный имущественный ущерб, это все прикладывается к заявлению, мы в установленном порядке рассматриваем это заявление и в установленном, опять же, законодательном порядке возмещаем этот ущерб. На сегодня сколько обращений поступило? Вот Пока по ни данному одного случаю? обращения за эти 3 дня еще у нас не было. А почему 3 дня говорите? Некоторые люди, вот еще вчера говорили, они 5-й день без света сидят. У нас 8, 9, 10, 11, ну 4 сутки, да. 4-й. Если быть точным, 4 сутки. Угу. И у кого отопление связано с электричеством, газовые котлы же с насосами, да, электрическими, все многое зависит от электроснабжения. И тоже есть вопросы, почему нет эвакопунктов или хотя бы как-то обеспечить вот мерзнущих людей горячим питанием, спрашивают. Вообще есть взаимодействие у вас с Госком ОБЖ или с какими-то другими профильными Конечно, структурами? наша компания взаимодействует абсолютно со всеми органами власти. Это и администрация городского округа, правительство Республики Саха-Якутия и, соответственно, органы государственного управления, министерства и ведомств, в том числе Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов. То, что касается у многих котлов, это у многих потребителей, особенно в частном секторе, действительно установлены газовые котлы. Но здесь я хотел бы отметить, что это третья, ну так называемая третья категория потребителей, с которыми мы заключаем договора на энергоснабжение, и в каждом из этих договоров
четко прописано о том, что потребитель обязан за свой счет установить резервный источник питания. Так он Это дорогущий же, закон. вот этот аккумулятор, там один, по-моему, 40 тысяч стоит. Кто может это установить? Я лишь говорю о том, что установлено законодательством. Это не Якутская энерго и это не энергетики придумали. Это правила потребления электроэнергии. Это правила, установленные правительством Российской Федерации. И, соответственно, эти правила мы прописываем в наших договорах с нашими потребителями. И, соответственно, третья категория потребителей, она обязана обеспечить резервные источники питания за свой счет. То, что касается категорийных потребителей, то там абсолютно другие правила действуют, и там мы обеспечиваем второй ввод и энергоснабжение этих потребителей, ну, при возникновении каких-то... То есть первая и вторая категория это... Категорийные потребители, да. Которые в многоквартирных домах Не живут? только многоквартирные дома, это какие-то ключевые производственные объекты, это объекты там, социальные? может быть, жизнеобеспечивающие, ну, разные компании, которые вот относятся к этой. А физлица тогда в какую входят? В Третья третью? категория. Только в третью? Третья категория, да. А жители, если многоквартирных домов, тоже в третью входят? Нет. Они входят в третью категорию, но понимая, что это большие квартала, конечно же, и они не могут в априори быть обеспечены резервными источниками питания. Естественно, при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций мы обращаем на это внимание в первую очередь. Мгм. А многие дачники и жители частного сектора, они же имеют договоры со своими сотами ДСК, ДНТ, а не напрямую с Якутской энерго. Это действительно так. Мы уже имеем отношения с их, ну, как бы это правильно сказать, с руководством садово-огородничьих товариществ, с ОНТ, управляющими компаниями. И, естественно, вот уже руководство этих сотов, оно несет ответственность перед своими, скажем так, потребителями. То есть, если свет уйдет, виноват, несет ответственность председатель? Прежде всего, садового, да, что ли, и, участка? соответственно, он уже обращается в наши диспетчерские службы, и мы, соответственно, выявляем причину возникновения этой ситуации. Эта ситуация может возникнуть и на сетях, которые принадлежат сотам, или на КТП, или подстанции, которая принадлежит сотам, либо это может быть какое-то отключение, связанное с работой наших энергоустановок. То есть возникает вопрос об ответственности руководителей вот этих садовых товариществ. Безусловно, да. И, к слову говоря, конечно, значит, это никоим образом не связано с текущей ситуацией, но, тем не менее, задолженность управляющей компании и населения за потребленные энергоресурсы перед компанией Якутскэнерго на текущую дату составляет порядка 1,8 миллиардов рублей. Мгм. Так, и есть очень много вопросов тоже от читателей, почему, от горожан, почему в этом случае не объявили ЧС? Ну, потому что вы должны понимать, что ЧС даже местного характера объявляется, когда это касается потребителей от 50 тысяч. Сегодня, значит, примерное количество людей, которые остаются без электроэнергии, это порядка 800 человек, которые, опять же, расположены локально в разных уголках города Якутска, и, безусловно, это даже не ЧС местного характера. А если бы зима была, и тоже было бы 800 человек? И все равно это не было бы ЧС. Все равно не было бы ЧС, да? Да. Мгм. Интересно, оказывается, да? Это закон, и мы же не можем как бы прыгнуть. Спасибо. И тогда такой простой вопрос, когда полностью все восстановите? В Конкретные ближайшее сроки время есть, да? мы восстановим, вот как я уже сказал, 11 бригад, которые сегодня работают, мы Ну, вы в ближайшее время максимально сказали. будем восстанавливать эти работы, но для себя мы все-таки установили задачу максимум в течение сегодняшних суток, но скорее всего какая-то часть работы у нас останется на утро понедельника, завтра 12 числа. Да. Мгм, спасибо большое. И вот, если от этой ситуации немножко отойти и вспомнить вот недавний блэкаут в августе, да, тоже вот мы не поняли, горожане, почему почти вся Якутия зависит от поселка Магдагачево Амурской области. Вся Якутия не зависит от поселка Магдагачи.
Вся проблема, или, скажем так, та ситуация, которая произошла, она связана с тем, что с 1 января 2019 года по все станции ПАО «Якутскэнерго» работают в объединенной энергосистеме Востока России. Это означает то, что наши станции, вырабатывая электроэнергию, передают ее в объединенную энергосистему Дальнего Востока. И когда в свете грозовых явлений в Магдагачах как бы произошло отключение, соответственно, это у нас сработала противоаварийная автоматика, и, соответственно, наше оборудование также было отключено. И потом в последующем, уже разобравшись в этой ситуации, мы начали включать наши станции и, соответственно, запитывать наши линии. Мгм. И по поводу ГРЭС-2, которую эксплуатирует Якутскэнерго, верно же, да? Да. Там оборудование привозили в 15 или 16 годах из Соединенных Штатов Америки. Мгм. Что сейчас будет в свете санкций, где будете брать комплектующие, запчасти? В этом направлении можно рассказать? Конечно, станция у нас была введена в конце ноября 2017 года, и действительно на станции установлены 4 ГТУ ЛМ-6000 производства компании General Electric Соединенных Штатов Америки. И в свете всем известных событий наш контракт на плановое содержание, обслуживание, но сегодня практически не работает. Так, мы должны были по плану в мае месяце вывести в средний ремонт ГТУ-4, по плану должны были вывести ГТУ-1 в сентябре месяце, и в свете как бы вот заморозки взаимоотношений и введения беспрецедентных экономических санкций в отношении Российской Федерации сделать этого мы не можем, то есть поставка комплектующих оборудования сегодня приостановлена. Что делаем мы и что сделано в этой связи? Ну, во-первых, мы в мае месяце пригласили специалистов ЛЖ General Electric сюда, в Якутск. Они провели бароскопию, продлили нам срок службы 4-й машины. Та же самая операция у нас предстоит в сентябре текущего года, 12 сентября, буквально завтра мы ожидаем приезд очередной партии специалистов ЖИ. Это откуда они приезжают? Из Москвы. Из Это Москвы? представительство в России и в СНГ, называется это так. Они свою деятельность не прекращали, эти специалисты. Это вот американского поставщика представители приедут, да? Представители, да. И они вот проводят бароскопию, исследования и, соответственно, принимают решение о продлении срока работы этих наших газотурбинных установок. Но помимо этого, значит, нами разработан план замещающих мероприятий. Мы уже начали реализацию этого мероприятия, заключили два договора с компанией Лентурборемонт, которые нам будут изготавливать лопатки, и в следующем году мы проведем ремонт 35-й и 45-й машины на Якутской ГРЭС-1. Мы также сейчас в стадии заключения договора с компанией ОДК «Авиадвигатели» город Пермь на поставку 2 ГТУ мощностью 25 мегаватт. Они будут в модульном исполнении, и мы их установим на площадке Якутской ГРЭС-2. И также мы совместно с Министерством энергетики сейчас рассматриваем вопрос восстановления 5-й и 6-й машины. Решение вот по восстановлению пока в окончательном виде не принято, но мы готовим восстановочные материалы. Все эти работы у нас будут проведены в течение, ну, с учетом длительности изготовления оборудования в течение 24-25 года. То есть Вернее, ситуация... будут завершены к 24-му, 25-му, там есть соответствующий график, и, соответственно, эти работы будут выполняться поэтапно. То есть ситуация по ГРЭС-2 нормальная, да? Тревог не... На текущую дату, да, и в принципе мы с уверенностью входим в отопительный сезон и уверены в том, что станция у нас работает, тем более, что график работы этой станции у нас согласован с системным оператором, и именно по этому графику вот предстоящую зиму будем работать. То есть что вы можете гарантировать сегодня жителям Якутии, вообще как будем, отвечая на вопрос, как будем зимовать, чего ждать, чего не ждать, чего опасаться, к чему готовиться, например? По группе компании Якутскэнерго мы ежегодно в конце апреля принимаем план подготовки к ОЗП. На текущую дату этот план подготовки, извините, чего? к отопительному зимнему периоду, к ОЗП. Угу. Так. На текущую дату этот план выполнен более чем на 60%.
Все работы проводятся в соответствии с установленными графиками, и оставшийся объем работ также будет выполнен в соответствии с графиками. Там просто есть ряд работ, которые будут выполняться в октябре, в ноябре месяце, и где-то в середине ноября мы завершим эти работы. Но это в основном работы, которые проводятся на наших станциях, без ущерба для наших потребителей. Мы уже начали отопительный сезон. Наша станция Якутская ТЭЦ уже подает тепловую энергию потребителям, прежде всего в соответствии с графиком, который был определен окружной администрацией. С 1 сентября мы начали подачу тепловой энергии на учреждения здравоохранения, учреждения дошкольные, общего образования, и уже практически, ну, сегодня, наверное, процентов 80 жилищного фонда также запущено тепло. Эта работа в ежедневном режиме у нас продолжается. Еще вот очень много возмущений в прессе, в телеграм-каналах по поводу тех проблем, которые люди, жители Якутска, испытывают при оплате, ну, в кассах. Это к вам относится или они как-то от вас отделились? Можно об этом тоже объяснить? Ну, если очень коротко, то в соответствии со стратегией развития группы компаний ПАО «Росгидро» уже в течение там последних, наверное, там 5-6 лет в целом по Дальнему Востоку проводится работа по передаче сбытовых функций Дальневосточной энергетической компании. И с 1 июля 2021 года наша компания точно так же присоединилась к этой стратегии, и функционал сбытовой деятельности был передан ПАО ДЭК. И с 1 июля 2021 года сбор средств от потребителей осуществляет Дальневосточная энергетическая компания. Которая То есть ее к филиал Росгидро не имеет отношения? Якутскэнергосбыт. Нет, это точно такая же дочерняя структура, как и Якутскэнерго для Росгидро. Только, то есть Да, они от вас отдельно, да? А? Они от вас отдельно. Просто это другое юридическое лицо, другое акционерное общество. Вот, да? И на понимание, у нас с ними заключен агентский договор. То есть, по сути дела, они осуществляют на текущую дату функционал кассы Якутскэнерго. Все средства, которые они получают от потребителей, поступают на расчетный счет ПАО Якутскэнерго, и, соответственно, уже по истечении месяца в соответствии с агентским договором мы рассчитываемся за услуги. То есть, по сути дела, платим заработную плату тем сотрудникам и кассирам, которые собирают эту заработную плату. И буквально вот 6 сентября, как вы все знаете, открылся единый расчетный информационный центр. Он буквально вот недалеко расположен от административного здания ПАО Якутскэнерго. Можно туда сходить и посмотреть. Это абсолютно современное, как бы, с современным оборудованием центр, который вот позволяет и существенно сократить время ожидания в очереди, получить консультацию и, соответственно, произвести расчеты за потребленную как электричку, так и тепловую энергию и за все жилищно-коммунальные услуги, а также получить консультации. Вторым этапом, значит, там будет осуществлена приемка заявок и на технологическое присоединение. Эти работы ремонтные сейчас проводятся, и, ну, расчет, наверное, в конце ноября, в декабре мы, соответственно, как бы вот уведомим наших потребителей о том, что и эта часть сегодня начала работать. И сегодня уже в стенах Ярица можно получить и юридические консультации. Там есть отдельный робот, которому вы можете произвести оплату, тут же получить квитанцию об оплате. Там есть информат, посредством которого вы можете, не стоя в очереди, как бы получить консультацию уже от оператора Якутскэнергосбыта вот по платежам или по каким-то проблемным вопросам, которые возникают. Поэтому, в принципе, я очень надеюсь, что с открытием Ярица вот эта проблематика, которая у нас сегодня существовала, она, в принципе, ну, со временем, скажем так, будет снята. Ну и вы понимаете о том, что львиная доля вот этого недовольства в большей степени она была связана с ограничительными мероприятиями, ну, в свете вот распространения ковида на территории Республики Саха-Якутия, и, безусловно, и мы в 2020 году, и до 1 июля 2021 года, и в последующем с 1 июля уже наши партнеры ДЭК, они принимали определенные решения в части вот ограничительных мер для того, чтобы не допустить распространения. Но я думаю, еще раз повторюсь, что с открытием Ярица эта проблема, она будет снята. И по тарифам. Ваши прогнозы, какие новости есть на сегодня? Наша Якутскэнерго полностью регулируемая компания. Наше тарифное меню состоит из 15 позиций.
Больше половины из них у нас регулируется Федеральная антимонопольная служба, и, соответственно, тарифы на тепловую энергию, транспорт, передачу электрической энергии нашим регуляторам, Государственным комитетом по ценовой политике. И, естественно, мы работаем в пределах тех индексов дефляторов, которые нам спускает Министерство экономического развития Российской Федерации, и предельный индекс тарифов, который определяет ежегодно правительство Российской Федерации. Выше этого мы прыгнуть не можем, и экономически обоснованные тарифы нам определяет наш регулятор как в лице Федеральной антимонопольной службы, так и в лице Государственного комитета по ценовой политике. Конечно же, мы в определенной степени хотели бы проводить и больший объем ремонтных программ, и больший объем инвестиционной программы, но понимаем о том, что есть определенные лимиты, которые устанавливаются не только для Якутскэнерго, а для всех энергокомпаний Российской Федерации, и работаем в тех правилах и порядках, которые устанавливает правительство Российской Федерации. А в следующем году не будет роста, да? Нет, ежегодный рост он планируется в пределах индекса дефлятора, и, соответственно, Нет, индекс дефлятора на сколько процентов тогда, по-простому можно сказать? он разный. Вот на текущий год, скажем так, индекс дефлятор, который был принят при формировании тарифа на текущий год, он составлял в диапазоне там порядка от 3 до 5%. Следующий год определяет тоже правительство Российской Федерации. Он может установить 4%, может и 5% установить. А когда это известно будет? Но, как правило, наш тариф формируется конец ноября и середина декабря. Спасибо. У вас какая средняя заработная плата, как у гендиректора и у других топ-менеджеров? Этот вопрос тоже вы очень знаете, сильно есть, обсуждается. она, может быть, и обсуждается, и, уверяю вас, она достойная, но не настолько большая, как считают наши обыватели. Назвать нельзя? Вот, да, ну, есть определенные как бы коммерческие, ну, функционал, который определяет там, скажем так, коммерческая тайна любой коммерческой организации, к коим относится Якутскэнерго, и поэтому эти, естественно, значит, условия, они не подлежат разглашению и публичности, да, вот. А с другой стороны, значит, среднемесячная заработная плата, которая в Якутскэнерго, она по итогам 2021 года составляет там порядка 93 тысяч рублей. Это в целом по предприятию? В целом по предприятию, да. А то, что у топ-менеджеров, это коммерческая тайна, да? Но не только у топ-менеджеров. Вообще, в целом, заработная плата любого гражданина, она, в принципе, является сугубо индивидуальной информацией. И есть просто категория, значит, скажем так, должностных лиц, которые там по закону обязаны декларировать. Мы тоже декларируем, но мы ее декларируем исключительно для внутри своей компании по внутрикорпоративным требованиям, которые приняты. Да, на вашем сайте этих сведений нет. Говорят, вы собираетесь в следующем году баллотироваться в Вилтумен, тоже такие новости, слухи ходят, да? Как бы в свое время, как Слоик, тоже ответ на это можно услышать. Можно есть такие услышать. планы? Я, во всяком разе, от вас первый раз услышал о том, что я куда-то планирую и баллотируюсь. Да? Вот. В моих планах этого нет, и вот, по крайней мере, на текущую дату и в этой связи как бы вопрос оставлю без комментариев. Без комментариев. Спасибо большое, Алексей Александрович. Вас с юбилеем города, 390-летием, и ваши поздравления, пожелания жителям столицы. Спасибо большое. Да, я тоже вот пользуюсь предоставленной возможностью, но несмотря, вот, скажем так, на ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся по восстановительным работам, хотел бы поздравить всех жителей города Якутска с юбилеем, с 390-летием со дня образования города Якутска. Это один из старейших городов на северо-востоке нашей страны. Это наш любимый город, город, в котором прошли наши лучшие годы детства, юношества, и город, в котором мы начинали и продолжаем вести свою трудовую деятельность. И, конечно, для нас всех горожан очень важны вопросы развития города. И я хотел бы пожелать команде мэра города Якутска Евгения Николаевича Григорьева реализации всех намеченных планов, реализации всех намеченных проектов, чтобы наш город стал
лучшим городом на северо-востоке страны, и все горожане, мы все горожане это почувствовали. Что касается энергетиков, то мы тоже вносим свою лепту в развитие нашего города. Без опережающего развития инфраструктуры и прежде всего энергетической невозможно реализация каких бы то ни было инвестиционных проектов. И миссия нашей компании — это надежное энергоснабжение наших потребителей, и эту миссию все сотрудники ИПАО «Якутскэнерго» несут, и я хотел бы поблагодарить, пользуясь предоставленной возможностью, все наши оперативные службы, которые в течение 4 суток мужественно и днем, и ночью занимаются восстановлением нарушенного энергоснабжения части наших потребителей. И хотел бы заверить всех наших потребителей о том, что в ближайшие сутки энергоснабжение всех потребителей будет восстановлено. И еще раз хотел бы от лица компании «Якутскэнерго» принести извинения за те неудобства, которые мы вам доставили. Спасибо большое.